В студии сегодня Галина Павлова, председатель общественной организации Ассоциация ювелира Арктики. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, какую задачу перед собой ставит эта выставка? Вообще, выставка «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2024», она проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». И такая выставка у нас проводится уже третий год. Из года в год она, конечно, становится гораздо интересней. Вообще, ну и каждый год интересен, потому что там представляются уникальные изделия, работы, можно сказать, шедевры. И на этой выставке представлено более 70 работ, и каждая работа говорит о том, что, сохраняя традиции нашего народа, она создает вообще уникальные современные изделия. А могли бы вы выделить какие-то особенные изделия, которые представлены в этом году? В этом году очень интересные изделия представлены УРУ и художественное училище. И вообще, получается, у нас более 25 компаний представили изделия. И насколько я знаю, в этом году, помимо признанных мастеров, свои работы, дипломные работы представили выпускники. Да, выпускники, очень много молодых работ, и как раз эта выставка предусматривает, чтобы выявлять новые таланты. Не только именитые ювелиры представляют свои работы, но и молодые, конечно. Очень много талантливых у нас ребят. Вначале мы сказали о том, что ваша ассоциация выступает соорганизатором выставки. Могли бы вы немножко подробнее рассказать о деятельности своей ассоциации? Ассоциация ювелиров Арктики, основная миссия получается, что создать условия для развития ювелирной отрасли. Ну, а вообще мы выдвигаем такие вот основные задачи. Это, во-первых, законодательная инициатива, где мы в прошлом году, например, мы провели очень большую работу вместе с Ультюмяном и российскими законодательными органами о том, чтобы перевести производство серебряных изделий с полного налогообложения на упрощенную систему. Потом сохранение традиций нашего народа. Мы работаем вместе с учеными, с Академией наук, с музеями, с Российским этнографическим музеем, для того, чтобы представлять, именно учить. И наши ювелиры ходят даже на археологические раскопки, для того, чтобы эти факты использовать в создании новых ювелирных изделий. Сегодня уверенно можно говорить о том, что якутские ювелиры признаны во всем мире. И что подразумевается под современным видением ювелирного мастерства, вот помимо традиционной подачи? Вообще, надо сказать, что у нас наш народ очень уникален тем, что он сохранил ту сакральность и те узоры, которые шли еще с давних времен. И, естественно, это накладывает свой отпечаток. И, во-первых, использование совершенно новых технологий для производства ювелирных изделий. Это новые технологии, которые лазерная печать, лазерная гравировка и 3D-печать. Это все. И потом использование таких материалов, которые как бы вроде несовместимы. Бивень мамонта и бриллианты, хромдиопсиды, использование конского волоса, кожи. Вот это вот все дает свою уникальность. И говоря о современных веяниях, вот что вы можете сказать об искусственных бриллиантах? Искусственные бриллианты, конечно, это новые тоже технологии, и, конечно, у них есть свои преимущества, что, во-первых, экологичность, не надо портить нашу природу, да. Второе, это ценообразование. Конечно, она дешевле, чем настоящие бриллианты. И то, что они совершенно чистые. Природные бриллианты, конечно, чтобы добыть это, нужно перепахать столько земли, чтобы их найти. И потом природные бриллианты, они
имеет свою дефектность, да? Но, тем не менее, своей энергетикой и своей уникальностью оно, конечно, превосходит. И я думаю, что и фианиты вот появлялись, да, думали, что фианиты заменят бриллианты, но нет. Но, хотя по характеристикам вот эти искусственные бриллианты, они практически не отличаются от настоящих природных бриллиантов. Но я думаю, что все равно природные бриллианты, конечно, они будут всегда иметь спрос. Ну, естественно, работа, прилагаемая для того, чтобы эти бриллианты добыть, она все-таки отражается, я думаю. Конечно. Это те алмазы, которые вот лежали в земле более 80 лет и набирали силу энергии Земли. Конечно, они совершенно другие. Это не искусственные бриллианты. Лабораторные их еще называют, или цифровые. И возвращаясь к самой выставке, как отбирались участники для этой выставки? Вот мы сказали, что там и присутствуют и именитые ювелиры, и совсем новички. Ну, по характеру работ, по уникальности своей работы, по дизайну, естественно, это вот по качеству работы, по таким критериям отбирались. Им отправляли заявки, да, или они сами заявки подавали? Они подавали заявки. И, конечно, об этом было оповещено, о том, что будет конкурс заранее, и поэтому, конечно, они подавали тоже заявки. И вот можете сказать, сколько заявок поступило в этом году? Ну, сколько заявок я прямо так... Я думаю, Якутия все-таки богата на талантливых ювелиров, и очень много, не сомневаюсь, что заявок было много. Да, заявлено было, ну вот более 25 участников, а заявлено было больше, где-то около 40. И вот какие планы перед собой ставит ваша ассоциация в дальнейшем? У нас, конечно, планы очень большие. Мы работаем не только в регионе, но и по всем регионам северным нашей России. И мы хотим выйти за пределы. Например, вот в декабре месяце состоится международный форум Арктики, и туда уже меня пригласили для выступления быть спикером. Я думаю, там откроются еще более новые возможности. Это касается именно вашей ассоциации. А если говорить о выставке, планируется ли ее расширять? Может быть, участниками из-за рубежа, может быть, участниками из каких-то регионов страны? Ну вот как раз вы и сказали ответ сами, потому что в дальнейшем мы будем расширять зону, и северные регионы мы будем привлекать, и зарубежные, конечно, экспонаты мы. А что можно уже сегодня сказать об интересе, проявляемом к выставке из-за пределов республики? Вообще зима начинается с Якутии, она очень много привлекает туристов, и все туристы, которые приедут, они посетят эту выставку, и вообще очень большой интерес, потому что она на самом деле уникальная выставка, где можно увидеть вообще и открыть новые горизонты, новые вдохновения, потому что там интересные изделия. А в этом году будут ли гости из других регионов специально приглашенные на выставку? Конечно, будут. Спасибо. Может быть, вы хотите обратиться к зрителям, вдохновить их на то, чтобы они посетили выставку? Конечно, мы вас приглашаем на выставку «Лучшие ювелирные украшения 2024», где вы увидите удивительные вещи и получите громадное удовольствие и оставите неизгладимые такие впечатления от этой выставки, я так думаю. Мы ждем вас. И можете сказать, где она будет проходить, как и когда? Она проходит до 29 ноября и в сокровищнице на 2-м этаже. Все, Галина Николаевна, спасибо вам большое, что согласились прийти к нам в гости и ответить на наши вопросы. Я уверен, что для всех посетителей этой выставки это будет прекрасным опытом, который останется с ними на всю жизнь. Да, спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.